Глава Коми Владимир Уйба и руководитель Ростелекома по северо-западу Александр Логинов обсудили вопросы сотрудничества, цифровизации региона, а также развития сферы информационных технологий в республике. В рамках федерального проекта на территории Коми установлено 107 точек бесплатного доступа в интернет. За 2019-2020 годы к всемирной паутине подключено 393 социальных объекта, еще 283 планируется в этом году. Я очень много езжу по республике, встречаюсь именно в отдаленных таких селах, населенных пунктах. На первом месте здравоохранение, на втором месте доступность. И где-то вот второе, там, третье место делит связь. Связь, интернет. У людей это просто, вот я вам честно хочу сказать, что где-то это вообще выходит на первое место. Говорят, ФАП есть, худо-бедно, а вот связи нет. Мы планомерно движемся по территории, развивая цифровую оптическую инфраструктуру. И в текущем году мы планируем построить более 300 километров оптоволоконных сетей на территории республики в Ижевском, Княжпогосском, Карткировском, Печорском и прочих районов. Порядка скольки населенных пунктов будет у нас построено? Более 30 населенных пунктов мы зайдем оптоволоконными технологиями. Владимир Уйба предложил руководству компании расширить сотрудничество в арктической зоне. Глава Коми обратил внимание на проект прокладки оптоволокна по дну Ледовитого океана. Заземление отвода линии может быть произведено в районе Байдарадской губы с последующим заходом на территорию Коми в районе Воркуты. Это позволит обеспечить необходимым каналом связи реализацию таких проектов, как создание арктического медицинского кластера, строительство центра обработки данных и других.